Идем на позиции интернациональной бригады «Пятнашка». Эти бойцы держат самый ответственный участок фронта под Донецком, Авдеевская промзона. Когда добираемся до опорника, начинается минометный обстрел. Что делать в этом случае, здесь хорошо знают. На позициях начинают работать пулемет и пулемет крупнокалиберный. Увидели, как вы шли по окопам, да, и начали подавлять тропу. То есть вы могли попасть под обстрел. У каждого пулемета тут лопата для гильз. Это результат только последнего всплеска активности, свидетелями которого мы стали. Они вышли на свою огневую позицию, мы знаем эту огневую позицию, по крайней мере, направление. Дали по этому направлению ответный огонь, и они замолчали. Все. Вместе с операторами ударного дрона, позывные «Море» и «Принц» будем, что называется, отрабатывать блиндаж противника в Авдеевской промке. Скажите, что у вас в руках? Дрон. FPV-дрон. Что он может, что он умеет? Он умеет летать. Вот эта штука умеет взрываться. Вот мы прицепили их, и в симбиозе, может, что-то получим. Хороший. Мелкая моторика рук. Вот. Больше всего под это дело подходят, скажем так, в данных условиях там молодые ребята, кто в игры играет, хотя я, например, не специалист по играм никаким. Вот. Когда тренируем подразделение, всегда вот там из 10, из 12 человек 1-2 максимум, кто вот сразу вник, и у него получается. Когда ударный дрон уже готов и собран, в воздух поднимаются глаза этого тандема. Дрон, предназначенный для того, чтобы как следует рассмотреть цель и подходы к ней. Это и происходит под аккомпанемент ведущейся как раз по коптеру стрельбы с земли. Это не по вам работает? По нам. Вот мы вышли на боевую позицию, откуда будет осуществлен пуск. Враг здесь находится фактически в прямой видимости, поэтому на фоне оконных проемов лучше, что называется, не отсвечивать. Процесс уже в необратимой фазе. Дрон-разведчик в воздухе, дрон-камикадзе осталось только поставить на боевой взвод. Специальный головной убор с футуристической антенной, и дрон отправляется в свой единственный и последний полет. Блиндаж уничтожен. Здесь, видите, красивые деревья стоят, но без корней они бы не стояли, не попадали бы. И вот мы также для себя выстроили такую идеологию, что ты должен знать свои корни, ты должен понимать, что ствол нашего государства – это русская нация, и это русский стержень. И значит, все мы являемся русским миром, который создаем ту тень, в которой можно любому путнику отдохнуть. На аллее героев в Донецке мы беседуем с легендарным командиром «Пятнашки». Бюсты героев ополчения, отдавших за ДНР жизнь, погибший первый глава Захарченко и, конечно, Иосиф Кобзон. Спрашиваем про Авдеевку. В чем секрет столь долгого решения этой проблемы? Украинская артиллерия, в которой не дает нормально жить Донецку все эти годы. Это просто за счет того, что 9 лет обустраивалась оборона обоих сторон. Но этот вопрос так или иначе будет решен? Конечно. Как? Как вы видите это? Как видим, с других сторон же ребята подходят, они же делают это кольцо. Просто будет не Авдеевское кольцо, чуть покрупнее, и нас это не печалит. Григорий Вдовин, Дмитрий Вишкевич, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести недели из Донецкой Народной Республики.